прошлой серии бывший пресс-секретарь Минздрава уволился и поехал за автомобилем своей мечты. Обыскав весь Приморский край на предмет раритетов, мы нашли его у деда Вячеслава. Раритет сломался в полукилометре от своего места обитания. Это было только начало нашего пути и приключений. Бензин с низким октановым числом является большой редкостью на Дальнем Востоке. На одной из заправки нам встречался бензин номер 76. В основном заправлялись 80. Наполнив оба бака, мы продолжили свой путь. Выкинув термостат, после поломки наш двигатель получил второй тайфайн. Дед Вячеслав, прежний владелец газика, установил на свою машину задний мост от экспортного варианта газика. И, несмотря на это, накат был плохой. У меня резко обострилась боль в области желудка, потому что я страдаю желудком уже много лет. Мы питались где угодно и чем угодно. Зайдя в больницу, я пытался записаться на прием к хирургу, но тщетно. Даже терапевт ушел домой. С очередями долго ждете, да? С очередями? Время было в обед. По мне, если показаться, в регистратуру идете утром занимаете, да, учите? Да, утром. Было указано, что специалисты работают до 5 часов, но из-за нехватки кадров они разбегались в 12. Меня отфутболили на другой филиал, который находился посреди колючей проволоки и выглядел неприглядно. Стоит отметить, что в Приморье нет электронной регистратуры почему-то. Регистратура напоминает кадры из фильма «Кинохроники» о перестроечных временах. К сожалению, такого хорошего сервиса в Приморье я не заметил. Боли в желудке усиливали ностальгию по якутской глубинке. Проглотив несколько таблеток, мы продолжили свой путь. Я страдал желудком уже много лет и боялся больше всего, что язва прожжет мою стенку моего желудка и разовьется перитонит. Боли в животе не поддавались лекарствам, живот был напряжен. Но время нас поджимало, мы не могли долго находиться в городах в поисках больниц, потому что как выглядит перевал на границе Амурской области и Якутии, неизвестно. У нас была летняя резина, изношенная практически с лики. Это очень скользко. На границе
Приморья и Хабаровской края мы ночевали в тайге. Покушав быстренько в газике, мы установили палатку и легли спать. Время 3 час 9 минут. Вы говорите, Хабаровская чуга хамарамут. Из-за боли желудка я не мог есть. Вазипут пока это не. Тахаджа жугда заплакал я. Он просто вот так. Он только все. Мы проезжали Хабаровск и подъезжали к границе еврейского автономного округа. Нас сопровождали локомотивы и обгоняющие машины с номерами 14 региона. На одной из чайных мы поговорили с нашими земляками, которые удивились нашему выбору и пытались отговорить ехать своим ходом в свою родную Якутию. И, надо сказать, они накаркали. У нас сгорело реле генератора, и мы переночевали возле шоссе. Выспавшись, Григорий стал полон оптимизма. Забыв о боли в желудке, я пытался крутить ручной стартер, но бесполезно. Мы остановили машину. Первая остановившаяся машина, после 10 проехавших, были ребята видимо, из еврейского автономного округа. Михалыч со своим напарником помогли нам завести наш севший газик. Вот она. По словам Григория, лишь на одном аккумуляторе можно проехать пару десятков километров. А он был у нас еще севший со вчерашнего дня, потому что работал без зарядки генератора. Тарбакса это я ее. Бухкара. Огромный шершень на калитке авторазбора. Но никого не было, кроме него. В поисках запчастей мы встретили Сергея Континкова, который вызвал на помощь своего друга. Как зовут вас? Евгений. Евгений, отчество как? Викторович, Евгений Викторович, большое спасибо, что починили наш газик. пожалуйста. Это как называется для рекламы? Это автосервис. Автосервис ИП Исайченко. ИП Исайченко. Евгений Сутормин за символическую цену в 1000 рублей, потратив на нас полдня, починил всю проводку. По пути нам попадались речки с авенкийскими названиями с окончанием на Дадыкан. На границе Амура, Амурской области, попали под сильный дождь, который превратился вскоре в снег, мокрый снег. На дорогах никого не было, дороги были заметены снегом, и мы форсировали небольшие перевалы, единственный на трассе. На утро обледеневший газик обгоняли американские фуры. Мы продолжили свой путь. Стоял уже 17 октября. Григорий делится впечатлениями о прошедшей ночи, как мы форсировали скалы на газике по заметенной дороге. У нас истертая летняя резина, слики. Больше всего мы боялись за состояние перевала Деревли. И страх побудил болезнь.
Не подскажите. обострение болезни. Больницу? Так, езжай вот сейчас сюда. Направо. У меня снова заболел желудок. Да подожди, ты молчи. Так, вниз видишь? Направо, да. Видишь, право, там будет автозапчасти. Налево туда, так. Узнав дорогу в больницу Амурской области, мы обратились в нее. Это было обветшалое здание с накрененным фундаментом, которое располагалось возле ритуальных услуг. Здесь была большая очередь снаружи. Здание было похоже на казарму с интегрированной аптекой и регистратурой времен перестройки. Мне быстро оформили карточку на пожелтевшей за 20 лет бумаге, склеенной силикатным клеем, и указали в сторону километровой очереди. Ремонт здания то ли был не завершен, то ли начинался, но плохие условия. Я попал на прием к молодому врачу, земскому доктору, единственному специалисту, вместо хирурга, педиатра и остальных. Пытался напроситься на УЗИ, но УЗИ не было. Меня перенаправили в другую больницу, но мы не стали на нее сворачивать, потому что она находилась далеко от нашей дороги. Чего руколет? Чего руколет-то? Yes. Не идем Григорий говорит, что это новые УАЗики, перегоняемые из Ульяновского автозавода. Родные номера 14 региона. На серпантине объездной дороги у нас выбило шпильку двигателя, которая держалась на плохой резьбе, и весь тосол вытек. Пришлось останавливаться и заливать воду. А до этого у нас еще лопнуло колесо. Сильно изношенная резина не выдержит. Что не говори, бездорожье – это стихия нашего газика. Следует отметить, что узкие рессоры в сравнении с 469 и амортизаторы рычажного типа позволяют газику быть более мягким по бездорожью, чем на 469. Это заметил и я, и опытный водитель Григорий, который работал на двух ГАЗ-69 и на УАЗах последнего поколения. Поздно вечером мы подъезжали к Тынде, столице Бама. Наконец появился асфальт. Уже на монтаже мы купили новую резину на запаску по спекулятивной цене. К сожалению, из-за бюджета ограниченного мы не могли купить комплект зимней резины во Владивостоке. Речка Тынь. Последний город Амурской области, на котором следуют крутые перевалы и граница Якутии. Ерундинский район. Здесь снимали фильм
злой дух Ямбуя. Очень сильная метель. Дорогу замело. По дороге мы не видели ни одной машины. Все предпочитали переждать пургу. Благодаря малому весу и полному приводу на малых оборотах стальной коммунист чувствовал себя уверенно. ГАИ Нерюнгри спросила, везем ли мы оружие. Включи-ка музыку получше. Участок Нерюнгри-Алдан был также непростым. Здесь было много километровых перевалов, серпантинов и скользкая дорога, заметенная кругом. Фуры соскальзывали, большие американские фуры, а наш коммунист стальной пробирался на малых оборотах. К сожалению, у нас сгорел генератор окончательно и кончился бензин. По дороге нам не оказали помощь сотрудники ГАИ на длинной Ниве. Хорошо, что попались добрые люди в лице Мухаммеда и Мусы на черном Камри и нескольких алданцев, русских мужиков, и глухого деда с забавной внучкой, которые отбуксировали нас по очереди до знакомых Алдан. Мужики на УАЗике подсказали нам лучшего электрика Алданского района Александра, который установил генератор от современного УАЗа, расточив у токаря вал под широкий ремень газика. Ну что? В Алдане нас приютил 1285. Илларион Васильев, который откормил нас жирной сахатиной. Боли и желудки уменьшились, а гараж зимний нам любезно предоставила дочка знаменитого Эвенка, оленевода, охотника, бывшая глава Алданского района Августина Ячковская. Мы выражаем большую благодарность добрым людям, которые попадались на нашем пути. Это не следит или нет? Нет, а что, куда он слетит? Он нормально, он в свой конус заходит. То, что здесь чуть торчит, это ничего. Перебрав систему охлаждения и на новом генераторе, мы на всех парах мчались в Якутск, до которого оставалось всего 400 с лишним километров. На пароме стояла километровая очередь, но голодные глаза и ржавый вид ржавого танка, видимо, отпугнул иномарочников, и мы в наглую с насыпи вклинились в километровую очередь под протестующие сигналы пузатерок. Этот Прадо рядом с нашим стальным коммунистом кажется совсем низкой машиной. Как позже оказалось, это был последний паром с Нижнего Бестяха. Дальше были паромы Житая в сопровождении ледохода. С нас взяли всего 1500. Видимо, уважили за долгий путь и харизматичность
нашего автомобиля советского качества. Наконец-то мы добрались до родного берега. До берега долины Куймада. Мы вернулись домой, а эти дальнобойщики только ехали обратно по тому маршруту, который мы преодолели. Родные панорамы. На следующий день я обследовался в поликлинике и получил соответствующий лечение. Владивосток, Якут. Владивосток. Он нас встретил Победа, кәлді родной брат Николай Амосов и группа поддержки в лице Афанасия Савина, который угостил нас вкусным жарким и горячим чаем. В общем, на бензин мы потратили около 20 с лишним тысяч рублей. Из непредвиденных расходов это была покупка аккумулятора и генератора. В следующей серии я постараюсь осветить моменты реставрации ГАЗ-69 с оригинальными узлами. Спасибо за внимание. Var gönlüme